Инспекционный объезд российской делегации начался с осмотра предприятия по переработке древесины «Алания Лес». Завод начал свою деятельность относительно недавно, но уже успел наладить значительный объем производства. На первом этапе «Алания Лес» будет заниматься изготовлением мебельного щита, вагонки, плинтусов и карнизов. Оборудование турецкое, но это Турция, Юстункарли, это мировой лидер в производстве лесопильного оборудования. Проблема с кадрами именно и с техническим оснащением республики самой. Не продается много чего. За малейшие детали нужно ездить во Владикавказ, и то нет, если нужно дальше, в Ставропольский край, Краснодарский край, Ростов. До Москвы мы тоже доезжали с подшипниками нашими. У нас начало. Мы сейчас стартуем, и я надеюсь, мы будем уже предвидеть все эти ситуации, и будем иметь в запасе какие-то и детали, и механизмы, и людей, наработки. В начале недели, скорее всего, мы уже отправим первую фуру. Да, мы вот сейчас ее готовим, сортируем. Там участок сортировки. У нас уже высушено 235 кубов. Сейчас выходит из сушки еще 266. И, в общем, вот так. Мы закладываем новую сушку сейчас, материал. Ну, в общем, работаем, да. Мощность переработки древесины будет составлять 20 тысяч кубов бука в год. Уже достигнуты предварительные договоренности о поставке. На сегодняшний день на предприятии трудится 60 человек, но с выходом на полную мощность штатная численность значительно увеличится. Сергей Назаров поинтересовался заработными платами сотрудников предприятия. Какая зарплата у вас сейчас? У нас средняя 50. 50 тысяч? 50 тысяч, да. Средняя. Да. Это производство, причем очень большое производство. Начиная с леса, начиная с лесных дорог, мы их делаем вообще в невозможных местах. Мы вот сейчас в этом месте сделали около 3 километров лесных дорог на скалах. Это вообще героически. У нас лесники с 6 утра до где-то до темна, до 9 вечера там. Они вот именно рубят, делают дороги. В общем, у нас платим. Вот им мы платим больше. Они по выработке тоже, но они в среднем зарабатывают около 150 в месяц. Но без этого никак, у них условия работы, сейчас еще зима начнется. Далее инспекционный объезд продолжился на предприятии по добыче и переработке природного камня «Импульс-А». Масштабный инвестиционный проект, реализуемый в рамках программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Материал добывается на местных карьерах в Дзауском, Знаурском и Цхинвальском районах. По словам генерального директора предприятия, в Южной Осетии имеются большие запасы мрамора, диабаза, габродиабаза, кварцевого диорита. Камень такой. Камень у нас гранит, диабаз. Плотность у него до 1200. 900 килограмм в одном кубе. Да. Плотность хорошая, долговечная, морозостойкая. Карьер ваш? Карьер здесь отсюда около 35 километров. Лицензия у вас, да? Лицензия это все у нас получено. Один карьер? 2 карьера. С одинаковым материалом? Нет, на другом карьере у нас мраморизованный известняк. Мы сейчас строим дорогу, чтобы начать тоже добывать. Пока оттуда не брали ничего? Образцы есть из этого. Сергей Назаров ознакомился с возможностями предприятия. Завод оснащен китайским и итальянским оборудованием, которое считается одним из лучших в производстве. «Импульс-А» принимает заказы на изготовление архитектурных элементов, отделочных материалов, изделий из камня. Заказы на продукцию завода поступают не только из российских регионов, но и зарубежных стран. Какой запас у вас? Около 1 000 000 кубов это шифантуры, где гранит залегает, а где мраморизованный известняк, там залегает около 1 200 000 кубов. Это по данным геологической разведки советских времен. А вот это где гранит, там уже все вскрышные работы проведены, да? Или там... Да, там мы уже добываем, уже добываем там. И буровзрывной, да? Не буровзрывной. Они сами кусками выпадают. Вот сейчас сами посмотрите, как ямы. По трещиноватости? Да, по трещиноватости. Экскаватором мы это все вытаскиваем и привозим. Там пассируем и блочный камень привозим сюда на обработку. Далее делегация посетила строящиеся в рамках инвестиционной программы зданий второй средней школы. В настоящее время на объекте ведутся работы по перекрытию кровли. Сдать школу планируют к началу нового учебного года. Руководитель строительной организации Олег Босиков отметил, что небольшие изменения в сроках сдачи возникли после внесения корректировок в проект. Давно строите? С прошлого года. Прошлого года? А когда хотите закончить? К 1 сентября следующего года откроется школа. А какие есть вопросы сейчас вот, с точки зрения строительства? Сколько народу сейчас на стройке? В данный момент 32 человека.
32 человека. Да. Какой объем выполненных работ и закрытых? Закрыли мы на сегодняшний день 150 миллионов. Осталось у нас- выполнено? Выполнено фактически больше, но у нас идет замена по кровле, и пока мы все это будем узаканивать через экспертизу. Изменение проекта? Да, мы пока через экспертизу, да. Это вот, Экспертизы? да. Одна из Что, конструктив поменяли или что? мы поменяли настил, мы поменяли сэндвич-панели на более удобные в обслуживании и вообще в деле. Учебный корпус будет четырехэтажным. Кроме учебных классов, здесь предусмотрены мастерские, зал для занятий хореографии, шахматный кабинет, книгохранилище и библиотека. Здание рассчитано на 440 учеников. Обучение Этот час обучения в том корпусе проходит в 2 смены, да. Ну, мы им как бы не мешаем. Стараемся не мешать. будет школа? 440 человек. Суммарно? Нет, суммарно там? То есть на 800 человек? Стелла Бязарова, Аида Кочиева, Заур Устаева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.